С июля 88 единиц огнестрельного оружия в регионе объявлены утерянными. Об этом правоохранительные органы заявили сами владельцы. По мнению специалистов, большинство оружия, скорее всего, спрятаны, так как продлить лицензию на ношение стало сложно. Причина: федеральный закон. Он обязал охотников ежегодно сдавать анализ на отсутствие в организме наркотических и психотропных веществ. Так называемое химико-токсикологическое исследование пройти сейчас можно только в Сыктывкаре за почти 4000 рублей. Сегодня общественники попытались в ходе прямой линии понять, что теперь делать. Наталья Литкевич о первых решениях. На сегодня в Коми зарегистрировано 70 тысяч владельцев оружия. Самих стволов, конечно, значительно больше. Уже сейчас запись на прохождение исследования в 2 сыктывкарских клиниках на 3 недели вперед. И это несмотря на немалую стоимость. Большинство дозвонившихся на прямую линию в Общественную палату Коми искали ответа на вопрос, как снизить затраты. Некоторые попытались это выяснить лично. 1000 медикам заплати, сунь окно психиатру 450 рублей, да? Сунь в окно. Ничего, 3 слова записал, 420 рублей взял. Да коли это будет? Скажите, пожалуйста, куда, у меня вопрос, деваются эти деньги? Представляете, сколько охотников в России? И каждый заплатит за один анализ 4 тысячи. Наши депутаты с дуба попадали. Медики объясняют, снизить стоимость нового, введенного законом химико-токсикологического исследования невозможно. В ней цена реагентов и расходных материалов. Анализ проводится на употребление самых ходовых в республике наркотических веществ. У нас нет перечня, на который нужно забирать биоматериал и проводить исследования. Перечень веществ не существует, он не утвержден никаким нормативным документом. Если кто-то на себя берет ответственность и за 300 рублей исследует только на один какой-то наркотик, а все остальные его не интересуют, то вот, допустим, мои доктора, я думаю, наркологи тоже под таким документом никогда не подпишутся. Это просто действительно преступление. Мы исследуем на 12 групп наркотиков. Но это полбеды. Потом и результат приходится ждать несколько дней. Это сложно жителям отдаленных от Сыктывкара районов. Это, по идее, должно быть, наверное, в каждом городе как-то сделано. Сдача анализов или что. Но чтобы не вся республика ехала в город Сыктывкар. Но и тут все непросто. Методика исследования исключает возможность перевозки и хранения биоматериала. По идее, надо закупать оборудование для новых лабораторий. Из планов Республики Коми о том, чтобы аналогичное оборудование появилось в следующих городах. Это Воркута, Ухта, Усинск, Печора и замена оборудования в Сыктывкаре. Каждый населенный пункт, это к вопросу о том, по проживанию и по пребыванию, да, данный вид оборудования не может быть поставить. Я уже говорил, минимальнейший комплект оборудования, которое может провести данный вид исследования, стоит от 10 миллионов рублей. По самым оптимистичным прогнозам, новые лаборатории появятся в Коми не раньше второй половины следующего года. А пока снять напряженность могли бы власти муниципалитетов, взяв на себя часть расходов по организованной доставке жителей к месту проведения исследований. Стражи порядка тоже готовы идти на уступки. Во-первых, при наличии нескольких единиц оружия объединить сроки перерегистрации. Во-вторых, можно на время отдать или продать ставший нелегальным ствол. Никто не обязывает дальше его хранить, это оружие, и им владеть. Он имеет законное основание от него отказаться, уничтожить его или продать через магазин. И тем самым не нарушив никакие сроки. Но если он будет затягивать это, и не позднее, чем за 30 дней до окончания срока действия разрешения он не обратится в уровень внутренних дел, либо не продаст оружие, либо не уничтожит его, то тогда наступит административная ответственность. 230-й закон федеральный. Изменить его на уровне региона невозможно, а вот исполнять придется. И только смягчить его законотворцам хотя бы в части снижения стоимости анализов под силу. Главное – увидеть, что проблема действительно будоражит владельцев оружия. Наталья Литкевич, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар.